В основе моноспектакля лежит биография Фриды Кало, на долю которой выпало немало испытаний и боли. Будучи прикованной к постели с множеством травм после трагической аварии, она начала создавать и писать картины, которые теперь знает весь мир. Маленькая хрупкая Фрида Кало обладала невероятной внутренней силой, сумевшей победить все невзгоды. История ее жизни – это история непрекращающейся борьбы, любви и ненависти, дружбы и предательства, творческих взлетов и падений. Меня зовут Магдалена Карман Фрида Кало. Я родилась 6 июля 1907 года в Кайокане. Но мне всегда нравилось говорить, что я родилась в 1910 году. Нет, не из-за кокетства и не для того, чтобы уменьшить свой возраст, а все потому, что в этом году началась революция в Мексике. А я и есть сама революция. Актерский, музыкальный, пластический проект «Биография Фрида» приоткроет завесу тайны величайшей мексиканской художницы. В моноспектакле в главной и единственной роли Владлена Цвижба. Актриса сумела показать всю стойкость духа женщины, которой пришлось перенести болезнь, аварию, предательство и многое другое. Помимо нее на сцене Мрана Вуба, хореограф и танцовщица, которая исполняет роль второй Фриды. Художник моноспектакля Руслан Амичба. Владлена Цвижба 5 лет назад с семьей переехала в Абхазию. 2 года назад вышла здесь замуж. В Сухуми у нее своя театральная студия. Мысль о постановке моноспектакля возникла у актрисы после прочтения биографического романа Марии Хосе. И с этой идеей она поделилась с режиссером Гудисой Тодуа, который с воодушевлением согласился на постановку. Команда обратилась к руководству Абхазского драматического театра с просьбой предоставить зал для проведения благотворительного моноспектакля. Работа над постановкой шла в течение 2 месяцев. С фондом «Мир детства» Владлена Цвижба сотрудничает очень давно. Роль была очень сложной, эмоционально сложная работа. К ней готовилась я, конечно, поэтапно. Наверное, прогоны, которые делал режиссер последние 3-4 дня, они сформировали спектакль. Как появилась какая-то целостность. Впечатление, наверное, опустошение больше, нежели чего-то наполнить, потому что все-таки Фрида Кало – это боль. И за той маской яркой, которой она жила, эти брови, эти красивые цветы, ободки, на самом деле за этой маской скрывалась та самая боль. Но вопреки всему, ее стремление, ее кредо – это жить. «Viva la vida», говорила Фрида Кало. Да здравствует жизнь. Для режиссера Гудисы Тодуа это первая работа с фондом «Мир детства». Есть нюансы, над которыми нужно работать. Спектакль должен играться, чтобы он развивался и становился более плотным, более насыщенным эмоционально, и духовно. Потому что здесь все-таки затронуты темы души, в первую очередь, человеческой души. Поэтому спектакль он должен быть живым. И в первую очередь это посыл о жизни, о борьбе с разными преградами, с которыми человек сталкивается. Доверьтесь Фриде и верьте в себя – лейтмотив и основная мысль проекта. Моноспектакль прошел при полном аншлаге и завершился бурными аплодисментами зрителей. Они были восхищены работой команды. Все средства, вырученные от показа спектакля, пойдут на помощь тяжелобольным детям. Я считаю, что помощь, оказание, поддержка детей, которые имеют незначительные хотя бы проблемы со здоровьем, это самое благородное дело, которое может быть. Насколько я знаю, здесь в зале очень много руководителей, тех, кто работает в реабилитационных центрах и так далее. Если вы занимаетесь самым богоугодным, благородным делом. Поблагодарить режиссера за великолепную постановку и героиню, которая так тонко, так чувственно передала страдания и боль великой художницы. В наше время это так значимо, так нужно проявлять добро, тепло, человечность, милосердие.
Благотворительный моноспектакль «Фрида» будет показан и в других районах республики. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.